Позади 7000 километров. Лошади стоически перенесли нелегкий путь из Якутии до Ямала. Агрофирма «Толькинская» одна из первых приняла новых жителей хозяйства. После длинной дороги ветеринары наблюдают за здоровьем табуна. Мы исследуем их на бруцеллез, на случную болезнь, на инан и на САП. Все нам лаборатория покажет. И вот сейчас результаты придут, мы уже будем знать, что они здоровы. Фермеры региона давно хотели видеть неприхотливых животных у себя. Опытом с ними делятся и якутские коневоды. Главный наказ – лошадей зимой не поить водой, иначе это скажется на качестве мяса или они могут заболеть. Чтобы знали, где дом и не разбежались, советуют подкармливать овсом и сеном. Они корм всю жизнь добывают сами. Они выдерживают минус 50-60 градусов. Выдерживает жару до 40. К нраву полудиких животных аграриям Ямала еще предстоит привыкнуть. На процедуру забора крови 8 работников хозяйства потратили 2 дня. Для загона жеребят специально построили деревянное сооружение «Раскол». Очень трудно с этими лошадьми работать. Другая сложность – особенности перевода. По-якутски разговариваем со Савием, а по-русски они, как говорится, тоже не учились. Если один звук вот даете, засыпаем, они уже приучаются, и это время подходит. Уже знаешь, что и подкармливают. На Ямале хотят увеличить поголовье северных лошадей для переработки мяса. Вообще уникальным якутским животным, которое самостоятельно находит пропитание, интересуются многие соседи. Уже 10 лет их разведением занимаются на Сахалине. Айна Винокурова, Ирина Пшеничная, Александр Чирва. Вести.